Итак, сегодня я буду говорить о дарах Отца. Я хочу, чтобы мы открыли сейчас послание Римлянам, 12 главу. И мне нужны ребята, которые будут в интерактиве мне помогать. В прошлый раз у нас не получилось показать театр. Это такая самодеятельность. Я ни на что не претендую. Я не Станиславский, это не театр. Это просто интерактивчик. Мне нужно 8 человек. Я хочу позвать, иди сюда, пожалуйста, Никита, ты будешь главный у нас. Главный персонаж, иди сюда, пожалуйста. Иди сюда, пожалуйста. И мне нужен Леша, мне нужна Даша, мне нужна Ниси, мне нужна Биби, мне нужен Станислав. Стас, время твое пришло, давай ребенка. Стас, твое время пришло. Где ты? Где ты? Где ты? Где ты? Где ты, Стас? Стас! Кричим в камеру, Стас! О, идет, красавчик. Пойдемте поближе, чтобы мы все помещались в кадр. Так, у нас 1, 2, 3, 4, 5. Кого-то нам не хватает. Кого-то нам не... А сейчас мы по ходу решим, кого нам не хватает. Итак, у нас есть главный персонаж. Это человек, который идет и падает. Он будет падать, это будет чисто физически он упал. Но подобное происходит с людьми, когда они падают духовно. Да, не иди сюда. О, 2. Идите оба сюда. Во имя Иисуса Христа. Итак. Да, пожалуйста, на вот. Итак, мне остальные бумаги верни, пожалуйста. 12 глава Римлянам. Мы читаем с 3 стиха. «По данной мне благодати я говорю каждому из вас, не воображайте о себе слишком много. Судите о себе здраво, по мере той веры, которую Бог дал каждому». Дальше. «Как у человека одно тело, и в нем много членов, но у этих членов разное назначение, так и все мы во Христе составляем одно тело, и все мы принадлежим друг другу». Дальше. «И так как у нас есть различные дары», и здесь описываются дары Отца. Вы же все про это знаете, да? И описываются 7 разных даров. Там написано так, дары, которые мы получили по данной нам благодати. Если у кого-то есть дар пророчества, давай, Биби, ты будешь у нас человеком с даром пророчества. Пророчество. Вот сюда, смотри, вот сюда. Да, это человек с даром пророчества. Смотрите, что у нас написано. Пророк зачеркнули, потому что это не пророк. Это всего лишь пророчествующий человек, мы объясним разницу. Вставай, пожалуйста, в команду ребят. Кто у нас там дальше? Дальше у нас, пусть пророчествует, подожди, пробежала. Да, правильно, все правильно. Если это дар служить другим, пусть служит. Есть такое понятие «слуга». Это, знаете, это не человек, который за $50 находится или является слугой там в каком-то доме богатом. Это человек, который готов физически помочь в любой ситуации. Когда мы все таскаем оборудование, он обязательно отдаст своего ребенка, скажет: ребятушки, у меня большая машина, давайте ко мне это оборудование, помогу, довезу, чем смогу, послужу. Вставай. Дальше у нас там написано: если это дар быть учителем, дядь Лех, ты тот самый учитель, вот, давайте, учитель, сколько слухов. Это человек, который направо, налево будет вас обучать всему. Поэтому, когда таких ребят встречаете, особо не отчаивайтесь, не раздражайтесь, это просто их суть такая. И что самое интересное, когда мы говорим про помазание, каждого из этих людей Бог более всего использует в помазании того, в чем они имеют дары. Что самое интересное, этот человек, он везде будет находить возможность кому-то пророчествовать. Я вижу, я слышу, я про тебя сон видел, я про тебя сейчас видение видел. Это всегда так будет. Слуга – это человек, который хочет где-то там незаметным. Он такой, знаете, там, да, ребят, давайте вы, а я вот там после вас все уберу. Учитель – это всегда человек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Всегда обязательно 7 пунктов о том, как надо правильно камеру поставить, настроить, как надо свет расставить, как должны операторы с каких сторон стоять. 1, 2, 3, 4, 5, 6 обучит.
Это внутри живет от Духа Божьего. Знаете, чем классная пророческая церковь? Это никогда один семи в пяди во лбу. Такой, говорят, сейчас, знаете, такая модная вещь, многие пасторы называют себя пророками. И там, пророк Джилдыс приехал, пророк Джилдыс приехал. Ну кто, да, не понимает, что такое Джилдыс? Те, кто из России, пророк, или там из русскоговорящего мира, пророк-звезда приехал. И носятся вокруг этих, знаете, носятся вокруг этих звездных ребят. Церковь это что-то другое. Это не вокруг одного мужика движуха. Это вот разные. Все мы разные. Вот наша церковь, 8 человек. Сейчас мы тебя тоже приобщим куда-то. Надо было внимание это сделать. Это тоже нормально, наверное, по-турецки, я уверен. Что-то хорошее за этим стоит. Дальше, если это дар ободрять. Это, знаете, такой увещеватель, ободрятель. Это человек, который ободрит тебя в нужное, в правильное время. Давай ты будешь, Даня, у нас ободритель. Точно? Ободритель. Дайте ему, пожалуйста. У нас увещатель или утешитель. Давай, Дань, покажись. Его видно вообще? Всех видно в камере? Не всех, вы там как-то сплоченнее, ребят, да, чуть-чуть поближе. Чтобы всех видно было, и держите, пожалуйста, свои наклеечки. У нас есть человек, который ободряет всех. Вы знаете, вот ты с ним пообщаешься, и ты думаешь, слава Богу, я, оказывается, не такое уж последнее чмо. Есть еще более чмошное чмо. Вот с ободрителем, когда встретишься, как-то и жить хочется, и как-то, оказывается, вне Америки тоже жизнь существует, да, и ты начинаешь понимать, не все потеряно. Ты переживаешь какое-то новое вдохновение, когда встречаешься с такими ребятами. Кто у нас там дальше? Если это дар помогает нуждающимся, даятели, пусть дает щедро. Она? Это ты? Я хотел тебя начальником сделать. Нет? Будешь начальником? Давай, Даня у нас будет начальник, мужчина, да? Даятель. Это человек, который способен зарабатывать деньги из воздуха, или он из земли может деньги добывать. Куда бы ты его ни закинул, он все равно начнет деньги зарабатывать. И это человек, у которого всегда страсть кому-то финансово помогать. Такие люди должны быть в церкви. Они служат, они знаете, чему служат? Ты молишься сегодня и говоришь, Бог, у меня такая нужда есть, я сегодня в такой трудности нахожусь. А этот человек просто дома сидит, там пьет свой кофе, и вдруг он видит тебя или там слышит как-то внутри своего сердца, что есть Денис или есть Даша, и она просит о чем-то, и у нее есть нужда какая-то. И этот человек просто приходит с конвертом или с какой-то денежкой, говорит, Бог мне положил в сердце, благословите. In the name of Jesus. Живи долго, счастливо и создавай движуху. Дальше у нас есть человек, это начальник. Это не начальник, знаете, это не из Роснефти начальник. Босс такой. Так иди сюда, мы начальника нашего покажем. В шортиках. Все по простоте вообще, без всякого пафоса начальник. Многие из нас, мы из дурацкого времени все еще тянем дурацкие взгляды о начальствующих. Для нас начальник это big boss, которого надо называть Даниэль Ильясович, да, успокойся. Даниэль Ильясович, можно я с вами сегодня поздороваюсь? Это вот, да, и он говорит, можно, он важный, он такой начальник. Если вдруг ты с ним поздоровался без должного уважения, он тебе говорит, ты что, не знаешь, кто я, что ли? Он начальник, он босс. Но здесь про другого человека написано. Это человек, который способен создавать из любого места движуху. Он может организовывать движуху. Это человек-организация. Человек, который может все упорядочить, все организовать и все вокруг себя создать, чтобы движуха пошла. Управляющий. И у нас кого-то недостает. Дарья. Человек с такими большими глазами, текущими слезами, когда он видит бедную кошку, мяукающую. Ладно, не будем кошкам. У нас же не зооцерковь. Мы видим, человек видит нуждающегося, готов последнюю рубаху отдать. Человек видит там кого-то, кто упал, он готов его двумя руками вытаскивать, поднимать, в щеки целовать, лишь бы у него все хорошо было. Это про таких людей написано, это люди с даром милосердия. И пусть эти люди проявляют его... Ну да, благотворитель. Ну пусть будет так, благотворитель, да, у нас? Ну это как бы... Это важно. Это важно, никто не знает просто про это.
И вот у нас есть брат. Брат-солдат, брат из церкви просто. У него тоже какие-то дары, мы сейчас не будем его дары определять. О, давайте он будет тоже слуга. Давайте, вот просто мы сейчас смоделируем ситуацию. Как работают все эти дары? Вы же знаете про эти дары. Сейчас вы увидите, как эти дары работают на практике. Интересно? Да, мне тоже интересно, как это все будет работать сейчас у нас. Смотрите, у нас, к примеру, Пасха была недавно. У нас такая пасхальная вечеринка. Брат Никита, он слуга, он, когда все радовались, праздновали, он стоял у котла, готовил плов, готовил кофе. Давай тебе какой-нибудь, я не знаю, там, обозначим, да, что типа поднос с кофе. Не, чужой не надо. Да где, что взять? Вот не готовенький. Давай, что-нибудь обозначим, что этот человек несет. Но мы обозначили всего лишь. На самом деле он для всех несет поднос с кофе. Неси, где-нибудь падай. Давай, неси и падай. Ну давай, как можешь, падай. Давай, неси вот такой, ой, шел, да, и все, падай, все, упал. Оу! Знаете, падают люди физически, падают люди духовно, падают люди эмоционально, падают люди сегодня, поэтому их нет в церкви, падают люди сегодня, поэтому они курят электронные сигареты, падают люди сегодня, поэтому они смотрят порнографию по ночам, потому что они упали. Люди падают в разных ипостасях. Он упал у нас чисто физически. И вот знаете, вот как работают эти все дары. Давайте начнем. Кто у нас там первый был? Пророчествующий. Пророчество, выходи. Не пророк, здесь у нас специально мы это обозначили. Пророк это немножко другая вещь. Это пророчествующий. Знаешь, что ты должна ему сказать? А я видела вчера ночью. Сиди. Здесь, типа, чтобы нас видно было. Да, давай говори ему, что я видела вчера ночью видение, как ты упал. Я видела, что у тебя одна нога короче другой теперь. Я видела, а чего ты там видела? Рассказывай ему. Что видела? Что ты видела? Что ты упал? Пророк именно так, он придет и скажет, или пророчествующий: братан, знаешь, совсем недавно я видел видение, это был сон, и ты там был просто вот такой с рогами, ты был такой здоровый, толстый, обожравшийся, Бога перестал искать, и я вот просто видел, и это видение было. Человеку это как бы и не помогает. Но есть пророчествующие, которые дальше идут. Они говорят, а я видел, как в один прекрасный момент, когда ты упал, от тебя отвалился какой-то кошмарный рог, от тебя что-то отпало, и ты стал другим человеком, ты поднялся, и ты начал создавать движуху. Вау! Он все еще лежит. И вот это вот слово ободрения, пророчествующее слово или пророческое слово от Бибигуль, оно начинает его поднимать или вдохновлять. Ага. У кого-то из вас, вы сидите сейчас, и вы тоже постоянно что-то видите. Постоянно про кого-то, чего-то, когда-то слышите, видите, у вас откровения. Надо идти дальше. Откровения должны вдохновлять. Откровения должны куда-то вас, или, ребят, которые упали. Ты давай лежи, что ли? Ты упал же. Как-то упади, чтобы по тебе видно было, что у нас вообще вся движуха вокруг тебя упавшего или запавшего крутится. Вы понимаете, да, о чем я говорю? Пророчествующий – это человек, который, он внутри, у нас же там есть определение пророчествующего. Давай посмотрим быстренько, у нас времени не так много. Пророчествующий с греческого языка – это предсказание, видение, откровение или сновидение. Это человек, у которого суперчуткий дух. Это человек, который внутри, знаете, вот он постоянно что-то чувствует. У них, конечно, есть крайности свои. Они иногда очень мощно полагаются на чувства, игнорируя Слово Божие. Но это тема другой проповеди. Дальше кто у нас там? Второй. Служитель. Нет, учитель же. Слуга. Слуга, учитель. Кто там? Слуга. Он все упал, рассыпал. Ты уже со шваброй.
Ты уже здесь, где там твоя швабра? Все, пойдем, слуга. Ты уже вот рядом, ты его отряхиваешь, ты его там поднимаешь, говоришь, я тебе помогу. У меня сила есть, я здоровый, я не зря в зал ходил. Швабра где? Швабра, да, у него уже швабра, он уже все убрал. Пока этот лежит, пока этот плачет об этом разбитом, не знаю, кофе, который он разлил. Слуга уже пошел, все вычистил, уже на химчистку свозил, уже все сделал. И такие люди вдохновляют. Вообще тебе ничего не надо делать. Понимаете, ты печально, когда ты мало того, что 7 пядей во лбу, ты играешь на гитаре, ты поешь, ты танцуешь, ты проповедуешь, ты пророчествуешь, ты вдохновляешь налево-направо всех, потом ты стулья эти расставляешь, стулья собираешь, оборудование покупаешь, его ремонтируешь. Ты такой, знаете, Джилдызбек. Брат Джилдызбек, пророк Джилдызбек. Звезда. 7 у тебя звезд вот здесь, все можешь. Он, как это говорят, певец на трубе дудец и вообще самый главный игрец. Такого в церкви не должно быть. Кто-то слуга расставляет стулья, поэтому пораньше приходим, стулья расставляем. Когда не знаешь, что делать. Учитель. О, дядь Лех, твой выход. Давай, у тебя 6 пунктов о том, почему он упал и что нужно сделать, чтобы подняться. Да, это обязательно работа над ошибками. Все. Точно. Не ходить по скользкой обуви по кафелю. В шортах не ходить? В шортах, да. Когда у нас собрание? Завязывать. Да. Потом на разносе выставлять правильно, чтобы балансировать. А дальше еще надо же... А, семинар ты ему проведешь? Семинар же, да, на семинар зовешь его. Короче, в среду молодежка будет семинар, понял? И книжку ему правильную дай прочитать. Балансировать с разносом. Учитель! Знаете, это человек, который закладывает правильный порядок вещей. Учитель – это человек, вот что бы он ни делал, что бы он ни говорил, всегда у него есть пункты. 1, 2, 3. И вот учитель с греческого – это учить, обучать, научать, поучать, наставлять. Это все одно маленькое слово «учитель». И это человек, который только этим и занимается. Да, далеко не уходи. Их видно? Что, помогло тебе обучение? Ну, на будущее зато ты уже обучен. Ты уже наставлен, у тебя уже есть 6 пунктов, которые ты будешь исполнять. Все правильно же? Правильно. Увещатель, пойдем. Ты его так должен вдохновить, что фу! Я видел ребят, которые ноги ломали. У тебя еще ноги живые, здоровые. Все у тебя будет хорошо. Давай, вдохновляй его. Он должен после общения с тобой просто побежать. Зло ушло, добро пришло. Да. Однажды, Дань, ты должен рассказывать. Однажды я видел такую историю, что люди кипяток на себя пролили, когда падали. Ты упал вообще идеально, все, на пол разлилось, весь такой целенький, хорошенький, все, у тебя руки, ноги на месте. Он должен вдохновение получить после общения с тобой. Знаете, когда ты общаешься с людьми, у которых дар вдохновения, ты как будто новый толчок, новый пинок в своей жизни получил. Ты думаешь, вау, оказывается, ничего такого страшного-то и не было. Я думал, все, жизнь остановилась, все рухнуло. И этот человек, имеющий способность, и помазание Божие действует именно через этих людей, и именно таким образом. Помазание на учителя от Духа Божия учительское. У слуги он может вовремя послужить, и он может правильные вещи сделать. Это помазание Духа Божьего. И что самое интересное, слуга навряд ли ринется обучать кого-то. Учитель навряд ли будет рассказывать какие-то пророческие слова. Потому что каждый двигается в своем. В этом и есть дары, которые сегодня должны работать в пророческой церкви. И у тебя эти дары есть, у каждого эти дары есть. Потому что там написано «дал дары всей церкви», каждому. Именно эти дары Отца. Слово «ободрять» у нас с греческого я читаю «параклео». Это значит призывать, убеждать, увещевать, уговаривать. Да, братан, двигайся дальше, не переживай. Все будет хорошо. Настойчиво просить, умолять, упрашивать, утешать, ободрять, давать надежду или моральную поддержку в час печали или скорби. Он тебе помог? Поддержал. В следующий раз еще лучше, еще красивее все сделаешь, да? Аллилуйя. Спасибо Богу за
Даника Увещателя. Давайте у нас кто там еще есть? Даятель. Даятель. Это человек, который, знаете, вот пока, вот пойдем поближе, тебя, чтобы видно было, какая ты красивая, даятель. Пока все там чего-то там думают, как его вдохновить, думают, как ему попророчествовать, как его обучить. Она уже заказала пиццу из империи. Уже новые кружки, уже это все в пути едет. Пока там с ним разбирались, пока Стас тут убирал за ним кофе, Ниси уже все оплатила, Ниси уже обо всем позаботилась, и уже вон там в двери приняли то, что этот человек разбил. И он вдруг, отдай, это ее, это ее. И знаете, и он там говорит, ну, давай я, может быть, тебе как-то верну, давай я, может быть, как-то рассчитаюсь, я у тебя в рабстве буду жить. Она говорит, не бери в голову, брат, Бог меня благословил, я благословила тебя. Аллилуйя за таких людей, как говорит Даша, мы мучаемся с 2 камерами. Нам нужны даятели, которые нам 3-ю камеру купят. Амен. Я так просто, да, шучу. Алина говорит, шутка. Ну, так, не шутка. Кого мы пропустили? Даня. А давай Даника потом. А у меня зеленые. Ты зеленая. Вот здесь знаешь что? Ты просто человек, который чувствует боль другого. Да, ты рыдаешь вместе с ним, ему печально, и ты рыдаешь. Зеленый, да, где больно, спрашиваешь. Ну, как-то да, как-то так, но... Сразу молитву. Сразу молимся, призываем все силы. Риненький, не плачь, под ноги смотри, ничего страшного. Да, ну, короче, ты только переверни эту штучку. Ага, благотворитель. У нас есть слово благотворитель, по-гречески не смогу прочитать. Человек, который способен сочувствовать. Человек, который может пожалеть, иметь сострадание, может миловать или умилосердиться. Это люди с особенным даром. Это люди, которые видят нужду, боль человеческую, а они могут прийти на выручку, они могут поддержать, подставить руку, подставить плечо. Как я уже говорил, отдать последнее, для того, чтобы помочь этому человеку вырваться из беды. Такие люди как раз-таки, они плачут с плачущими. Это люди, которые могут прийти на выручку, когда все откажутся. И, 1000%. Это то, что есть сегодня, может быть, среди вас, среди тех людей, которые смотрят нас на видео. Каждый из нас обладает одним или 2, или не, у некоторых даже 3 дара есть из этого списка. И последний у нас начальник. Ты зеленый, потому что ты просто еще зеленая. Ты при начале. Нет? Не подходит, не подходит. Ну просто, да, мы длинное слово, чтобы его как-то выделить. Вот так вот его зеленым. Да, ты-то думала, что же... Пойдем сюда, начальник. Вот. А знаете, в чем суть начальника? Нет, Дань, садись рядышком. Ты смотришь за этим, за всем, что произошло, как он падал, как он рассыпал. И ты организовал всю эту движуху. Ты позвал пророчествующего, ты позвал учителя, ты привел слугу, ты подсказал увещателю, ты там намекнул даятелю, ты организовал вот это все. И эти люди, они благодаря тому, что ты видел, как правильно, какие дары, где взять, откуда взять, как это все правильно скоординировать, благодаря тебе все эти люди вовремя послужили этому человеку. И вовремя его обучили, и вовремя его ободрили, и вовремя ему послужили, вовремя ему дела милосердия, подорожник приложили, вовремя даяние пришло, вовремя пророчествующий прибежал со своими откровениями. Все вовремя. Это люди, в которых мы нуждаемся, чтобы открывать новые служения, чтобы открывать церкви, чтобы, знаете, вот апостолы, это были люди начальствующие, они не просто все делали сами, они могли организовать. Они могли куда-то прийти, они могли кого-то взять, они могли создать команду, они могли открыть церковь с нуля и начать какую-то божественную движуху, и собрать дары разные, собрать разных людей, вовлечь их в разную активность. И это были люди, которые занимались своим делом. Дай Бог, чтобы в наших церквях начальствующие занимались своим делом. Аминь. Очень просто. Очень просто.
Вот здесь 7 человек с дарами и 1 человек с несколькими дарами. Как он называет себя, косячник? На самом деле все мы так или иначе однажды нуждаемся в служении какого-то из этих даров. Однажды я нуждаюсь в ободрителе. Однажды я нуждаюсь в человеке, который меня правильно обучит. Однажды я нуждаюсь в человеке, который увидит какое-то слово для меня, и он скажет мне это слово в мою жизнь. Однажды я нуждаюсь в даятеле. Я нуждаюсь в человеке, который... Начальники. Очень просто. Ты сидишь в церкви сегодня. Спасибо вам, дорогие друзья. Спасибо. Упасть может каждый. Можете взять себе на память. Это ваше теперь. Вы это точно заслужили. Каждый из нас, мы сегодня из книги Ефесянам, 4 главы. Открой, пожалуйста, это место Писания. Каждый из нас, мы сегодня из пророческой церкви, и здесь в Ефесянам 4 главе написано так про пророческую церковь, что каждый из нас, мы говорим друг другу с любовью истину, и мы будем возрастать, во всем отражая характер Христа, который является главой. Церковь пророческая – это разные люди с разными дарами, с разным призванием, которые имеют личное отношение с Богом, личную связь с главой. Тебе не нужен посредник в лице пророка Джилдыза. Тебе не нужен какой-то джилдыз в твоей жизни, который направит тебя. Знаете, вот эта вот звезда у нас уже есть, и утренняя звезда, имя ему Иисус Христос. И дальше написано, благодаря этой главе все тело соединено и скреплено всевозможными связями. Вот они были сегодня связи. Вот таким образом эти связи работают, когда мы друг другу служим нашими дарами. И дальше написано, когда эти части, то есть ты и я, мы часть тела, мы исполняем каждая свою функцию, при этом все тело возрастает и созидается в любви. Если мы хотим, чтобы наши церкви росли, если мы хотим, чтобы наши церкви сегодня были в настоящей божественной движухе, мы должны задаться целью, во-первых, иметь отношения со Христом, во-вторых, двигаться в наших дарах, развивать наши дары и делать все для того, чтобы наши дары были полезны в наших собраниях. Аминь.